Здравствуйте, меня зовут Николай Токугава, живу я в Калифорнии, родом я из Якутии, и сегодняшний мой ролик будет посвящен Александру Габышеву и, Путину. Как вы понимаете, когда Александр Габышев был арестован, шаман из Якутии, то здесь, в Миннесоте, сразу начались протесты. Я говорил, шамана трогать нельзя, но скептики говорили, он не шаман, туда-сюда и так далее. Вот эти протесты, которые происходят здесь в Миннесоте, никакого отношения к шаману, в Якутии не имеют и так далее, и так далее. Так вот, потом ничто ведь не предвещало вот этих событий на самом деле, что вот убийство черного парня в Миннесоте вызовет вот такие огромные волнения, а потом протесты пройдут по Соединенным Штатам. Ничто это не предвещало на самом деле. И то, что будет огромная народная поддержка, то, что здесь весь народ, и белые, и черные, и азиаты, все выйдут на улицу в поддержку вот этого человеческих прав и свобод. Никто этого не ожидал, но это случилось. Я говорил, что это планетарного масштаба события. Потом был Лондон, потом был Париж, сейчас это идет, ребята, в Хабаровске. Вот что сейчас происходит. Все же говорили, в России люди на улицу выйти не могут и так далее, и так далее. Я даже представления не имел, как люди выйдут. Люди же не выходят действительно в России. Но я видел, что они выйдут. Но как это технически будет происходить? Ничто не предвещало. Что губернатор от ЛДПР, арестуют. И это вызовет такой протест. Это же никто не мог ожидать на самом деле. Никто не мог предвещать такого. Сейчас, если население Хабаровского края все-таки проведет свой конгресс, и в этом конгрессе 100 тысяч человек прямо на улицах путем открытого голосования, то есть прямым поднятием руки, если выберут исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края, то это вызовет, такую ситуацию, что это будет высшей властью в России. Потому что это вызовет всемирную признательность. То есть имеется в виду весь мир, начиная с Соединенных Штатов и все остальные страны, этот выбор, тот, который проведет именно этот конгресс путем открытого голосования, он станет автоматически законным и всемирно признанным. Понимаете? А Путина власть от этого будет скатываться вниз, потому что Путина и так сейчас не хотят особо признавать лидером России. Они считают, что он тиран. Они считают, что он диктатор, и он просто узурпировал власть. Потому что последние выборы, вот недавно прошедшие насчет обнуления сроков Путина, это был, ребята, фарс. Это вообще плевок в сторону демократии. А мир-то сейчас демократический. Кто ж плюет против ветра? Это же дурдом надо быть, понимаете? То есть дурку надо включить, чтобы пытаться не понимать, что происходит. Мир, ребята, изменился, он стал демократическим. Отныне все люди имеют право на честные выборы, на свои права и свободы, достойную жизнь. И тем более Россия это имеет право. Понимаете? И хабаровчане в первую очередь это имеют право. И если они проведут свой конгресс, то есть если это именно будет называться не митингом, не протестом, не народным сходом, никаким, а именно конгрессом, то будет ассоциация здесь с американским конгрессом. Понимаете? И все, Южная Корея, Япония, Китай рядом, все скажут, что этот выбор был сделан законно и он всемирно признанный. В этом случае, если соседние регионы это пойдет по цепочке, если Приморский край, Благовещенск тоже проведут свои конгрессы, и каждый из 90 субъектов Российской Федерации от имени Российской Федерации, как полноправный его член, если они проведут свои конгрессы и проведут открытые голосования, где фальсификация в принципе невозможна, в этом случае, ребята, у Путина просто все, это все. То есть у него, как он сможет выступить против этого? Дело в том, что его власть действительно же является фикцией. Он управляет только ключевыми людьми, то есть министрами МВД, главными прокурорами, начальниками следственных комитетов, главами ФСБ и так далее. И этим он контролирует вертикали власти, каждого по отдельности, которую он построил. И в данном случае, если Хабаровский край действительно проведет свой конгресс, выберет своего губернатора, и этот губернатор начнет менять вот этих ключевых людей, то эти вертикали власти будут полностью переходить на сторону народа.
Вот. И это вызовет, конечно, просто интересную штуку, потому что большинство милиционеров, то есть полиции среднего звена и просто патрульные полицейские, они же хотят служить народу, они рады служить народу. Просто им не те приказы приходят, вот они и не то исполняют. Но если министр поменяется и пойдут те законы, которые служат народу, то полиция будет рада это выполнять. Понимаете, также и прокуроры, также и судьи, также и Следственный комитет, и также ФСБшники тоже хотят служить народу. Они хотят видеть любовь народа и, значит, всеобщую народную поддержку. Также и армия тоже, понимаете. Потому что возраст у армии такой, вот 18-20 лет. Они вчерашние школьники, которые сидели, больше времени проводили времени в интернете, а потом после, значит, армии они пополнят ряды, значит, безработных, потому что Россия в кризисе, понимаете. И дело в том, что любой выбор, который сделает, значит, в данном случае народ Хабаровского края, он будет иметь полную, ребята, поддержку в всемирном сообществе. Потому что Путин уже перессорился с кем только возможно. А вот если взять Соединенные Штаты Америки, то Соединенные Штаты Америки всегда были для России другом. В самые трудные времена для России Америка всегда помогала. И всегда Америка очень хочет иметь дружеские отношения с Россией. Просто в России каждый раз приходят какие-то руководители, которые начинают воровать, которые начинают угнетать, значит, свое население, свой народ, и, значит, начинают упиваться властью, и каждый раз начинает народ пугать, что вокруг одни враги, и самый главный из них Соединенные Штаты. Понимаете, Соединенные Штаты это не понимают. Почему каждый раз в России приходит руководитель, который толкает Россию в сторону самоизоляции? Это же какой-то бред на самом деле. Мы 5 миллионов россиян живем в Соединенных Штатах, и мы вообще не страдаем. Вот в России говорят, если, значит, огнестрельное оружие в России разрешить, то россияне, они дураки, начнут друг друга стрелять. Мы 5 миллионов американцев в Америке живем, россиян, и что-то у нас нет желания друг друга стрелять, хотя многие, то есть большинство из них, которые приходят сюда, получают гражданство, они сразу покупают оружие. Потому что здесь разрешено, и так как нам раньше было запрещено, сейчас разрешено, мы все покупаем сейф и кладем оружие туда. У нас нет желания стрелять. Если бы мы стреляли, то в Америке бы сказали, русские сумасшедшие, они 5 миллионов человек, они каждый день стреляют друг друга. Но такого же нету. Такого никогда нету. Вот говорят, что россияне очень, очень плохо работают. Сколько им не платят, они все равно будут плохо работать. Это не так. Здесь 5 миллионов россиян живем, и никто не говорит, что вот русские плохо работают. Такого вообще нету. Понимаете? Мы все россияне здесь прекрасно работаем, прекрасно адаптируемся. Здесь у нас просто Путина нет. Вот в чем дело. Так вот, в России такая ситуация, что стечение обстоятельств, и шаман Александр Габышев сказал, что Бог поменял планы насчет России. Россия отныне будет благополучной страной, ребята, у которой будет 300-тысячная зарплата. И, значит, это будет центр культурного и научного развития. И, значит, во всемирном сообществе Россия наконец-то займет свое достойное место. Вот в чем дело. И ради этого, значит, шаман прогонит демона Путина. Это действительно является правдой, ребята, правда. Потому что по-другому-то быть не может на самом деле. Смотрите, как все слаживается таким вот образом, что коронавирус появляется таким вот образом, понимаете. Потом нефть, доллар, газ начинает рушиться. Значит, Путин начинает терять своих, значит, своих дружков, значит, одного за другим. Все тираны, которые были, они же рухнули один за другим. Все диктаторы. И Путин является последним европейским диктатором, который уйдет. Понимаете? Ну, там останется Лукашенко, но я думаю, Лукашенко долго не продержится. Что-то мне кажется, что у него тоже, значит, все недостаточно хорошо. Дело в том, что вообще вот, если смотреть вот Путин и компания, то их корабль получил огромную пробоину. И это не случилось вот недавно, это случилось уже давно. Я так думаю, где-то, когда началось вот вторжение в Украину, наверное, и может быть даже раньше.
когда он начал душить средства массовой информации, он начал душить, значит, федеративные органы власти, уничтожать. То есть с тех пор мало-помалу эта дыра начиналась увеличиваться и увеличиваться. Уровень жизни в России начал падать и падать. Россия начала, значит, выбывать из всемирного сообщества от решения глобальных научных, культурных, технологических проблем, понимаете? И в конечном итоге Путин начал вталкивать Россию в средневековье, в конечном итоге. И это, конечно, значит, Богу не понравилось. И, значит, стечение обстоятельств идут таким вот образом, что Путин как в болото попал. Он, что бы ни делал, он все равно будет проваливаться. Если вы со мной, ребята, согласны, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, распространяйте это видео. И поддержка Хабаровскому краю. Да здравствует шаман. Он все заранее знал. И, значит, он сейчас на свободе. Я его с этим поздравляю. Спасибо.